Добровольная пожарная охрана села Иб впредь в обновленном составе. Группа из 3 человек приступила к работе несколько недель назад. Ее главные задачи – это помощь пожарной службе в сборе информации на месте тушения и проведение с населением профилактической работы. Как справляются новоиспеченные добровольцы, узнала Евгения Кладкевич. Последний серьезный пожар в селе Иб был несколько лет назад. Поздняя осень. Горел многоквартирный жилой дом. Степан Патов, тогда один из жильцов, не мешкая начал помогать еще до приезда пожарных. Выводил людей, выносил вещи. Обошлось, к счастью, без жертв. И даже дом, благодаря быстрому реагированию огнеборцев, позднее удалось восстановить. Я там проживал, в этом доме. И это в ночное время, даже не ночное, а вечернее время произошло. И все выбрали, все здоровые. Вы помогали тогда? Да, конечно. А можно ли связать тот самый пожар, когда вы оказывали помощь, как-то себя проявили с тем, что вы пошли все-таки в добровольный пожар? Да. Это, конечно же, от этого и зависело. То, что я побывал, и никому, конечно, не пожелать такого. Обновленный состав добровольно-пожарной охраны работает в селе несколько недель. Старая гвардия ушла, отмечают в администрации. С их слов, устала. Ведь группа из 10 человек на добровольной основе работала аж с 2008 года. Сейчас же в формировании всего 3 сельчан. Лидер группы Евгений Шибалин – доброволец опытный. В рядах такой охраны он работал еще в 2000-х. Дальше многолетний перерыв. Вернуться в строй решился несколько месяцев назад. У меня допустим, техника своя, есть трактора, есть машина. И, тот же самый подвоз людей, подвоз воды, все необходимый инвентарь подвезти, чтобы, на месте, чтобы все было. Если, допустим, поля горят, информация, там берешь лопату и вперед окапывать, тушить ветками, чем попало. Главная задача добровольцев, приехав на место пожара, как можно раньше оценить обстановку. Например, при возгорании жилого дома узнать, сколько человек в нем проживает и сколько уже успели выбраться из огня. При необходимости оказать помощь в отключении электричества. К тушению своими силами прибегают лишь в крайнем случае. Другая не менее важная миссия – содержание и проверка пожарных водоемов. На балансе администрации находится 16 таких искусственных пожводоемов. Внешне, как видите, они напоминают колодцы. Из них пожарные выкачивают воду для тушения огня. Одна из обязанностей добровольцев – следить за состоянием данных конструкций. Перед началом зимы, например, они утепляют их мешками с сеном, чтобы вода не замерзала. Обязательно почищают подходы к искусственным пожводоемам, и следят за наличием определяющих знаков. Профилактические беседы с населением – еще одна обязанность добровольной пожарной охраны. Обход домов, информирование о безопасном использовании печного отопления, электрических приборов, а в летнее время – об опасности разжигания костров вблизи лесов. Сотрудники местной пожарной части регулярно проводят с добровольцами лекции и практические занятия. Объясняют, как вести себя при возгорании, а при необходимости пользоваться инструментами и техникой. Сегодня в Коми насчитывается больше 200 добровольных пожарных формирований. В некоторых совсем небольших поселениях, где отсутствуют собственные пожарные части, их роль особо значима. Присоединиться к добровольным формированиям может любой гражданин старше 18, способный по состоянию здоровья принимать участие в профилактике и тушении пожаров и даже принимать участие в аварийно-спасательных работах. В селе Иб местную добровольную пожарную охрану намерены пополнить минимум на 7 человек. Учитывая довольно сильную протяженность села, больше 10 километров, десятку добровольцев распределят по нескольким пунктам, чтобы в случае пожара их работа стала еще более оперативной. Евгения Кладкевич, Роман Боровиков, телеканал Юрган.